Приветствую, друзья! С вами я, Михаил Сергеевич. Как вы знаете, сегодня ночью произошла атака российских дронов на Гагаузию и Тараклийский район. Именно атака, поскольку то, что творит Россия в Украине последние 3 года после начала полномасштабной агрессии, сегодня произошло в окрестностях Чумая, Тараклии и Чадырлунги. В этих местах взорвались российские дроны типа «Шахед». Не в первый раз российские дроны прилетают в Молдову, но впервые жители нашей страны увидели и услышали взрывы шахедов на территории Республики Молдова. Камеры видеонаблюдения зафиксировали прилеты и взрывы шахедов в Тараклии и Чодерлунге. Давайте посмотрим. Русский мир таки пришел в Гагаузию, но почему-то мы не видим восторженных криков радости и не видим, чтобы кто-то выбегал с 3 К — Каверма, Каурма и Каберне, как это обещал сделать депутат Народного собрания Гагаузии Александр Динжос. И понятно почему. Русский мир пришел в Гагаузию не так, как это представляли в Гагаузии. Русский мир направил в Гагаузию дроны, которые здесь взорвались. Эти взрывы произошли как часть атаки России на гражданскую инфраструктуру в Одесской области. В сети есть кадры российской атаки города Рини Одесской области прошлой ночью. Давайте посмотрим. Aç ağzını. Атаку на Рени почувствовали жители самого южного района Гагаузии, Вулканежского. Практически с полуночи, когда началась эта атака, люди стали комментировать это в социальных сетях, высказывая страх, опасения и шок. Мы не видели там восторженных возгласов, мы видели только ужас и страх за себя и своих детей. Произошедшее сегодня ночью произошло по законам русского мира. Самые большие фанаты русского мира получили по полной программе от русских. И это происходит не впервые. В той же Украине по полной программе получили сторонники русского мира, прежде всего в Донецке и в Луганске. И понятно, почему в Гагаузии нет восторженных возгласов, потому что не такого русского мира ждали. У сторонников русского мира в Гагаузии даже в голове не может уместиться, что от прихода русского мира никому ничего хорошего не будет. Несмотря на то, что мы говорим об этом последние 3 года. Но почему-то большинство в Гагаузии, как и в Тараклийском районе, считали и считают, что русский мир придет так, как это показано в фото и видеохрониках советской пропаганды. И в Украину этот русский мир прилетает каждый день так, как он прилетел в Гагаузию этой ночью. В Гагаузии, наверное, считали, что так русский мир прилетает только в Украине, к украинцам. Но вынужден вас огорчить. Так русский мир прилетает ко всем. Русский мир — это не про Пушкина, Лермонтова, Чайковского или Толстого. Русский мир — это про хаос, смерть, разруху и унижение. И, наверное, шок от вчерашней ночи в Гагаузии еще сильнее от того, что каждый из нас понимает, что все эти 3 дрона могли упасть на наши дома, и эта ночь могла оказаться для кого-то из нас последней. По чистой случайности эти дроны упали в чистом поле, а могли упасть в черте города или села. Например, в Тараклии дрон упал в 2 километрах от больницы. А теперь представьте, что это происходит каждую ночь в течение 3 лет подряд, как это происходит в Украине. Не будет преувеличением сказать, что впервые со времен Второй мировой войны война пришла на территорию Гагаузии.
По реакции людей в социальных сетях мы видим, что люди переживают и понимают, что по чистой случайности ни один из них или из этих дронов не упал на чей-то дом, и никто не пострадал и не погиб. И это беспрецедентное событие для современной истории гагаузов Республики Молдова. И это видно по реакции людей. Но почему-то ни один из лидеров гагаузского сообщества, я имею в виду политиков и народных избранников, бывших или настоящих, или действующих, ни словом не обмолвился и не высказался по этому событию или по этому поводу, которое представляет угрозу нашей безопасности и могло обернуться трагедией. Ни Башкан, ни члены исполнительного комитета, ни один депутат Народного собрания, даже те из депутатов Народного собрания, которых принято считать адекватными, не высказались по этому поводу. Ни один примар, даже примар Чодырлунги, ни один советник муниципального совета Чодырлунги не осудили и даже не высказались по этому поводу. На момент подготовки этого видео, спустя 16 часов с момента российской атаки, мы не видели абсолютно никакой реакции от гагаузских политиков и чиновников. Еще раз повторюсь, это беспрецедентное событие в современной истории гагаузского сообщества. Впервые со времен Второй мировой войны война пришла на нашу землю. Не в новостях или по телевизору, а физически, падением и взрывом шахедов, или шахеда, в который в российской модификации называется Герань-2, целых 3 шахедов. Ни одно выборное должностное лицо в Гагаузии даже словом не обмолвилось, будто ничего не произошло. Это подтверждает то, что они служат не гагаузскому сообществу, они служат интересам России, потому что только в интересах России не обращать внимания на эти вещи. Кто-то может сказать: Михаил, ну что ты от них требуешь или чего ты от них ждешь? Всех политиков или почти всех в Гагаузии купил Шор. Не только депутатов Народного собрания, но и примаров, и некоторых бывших башканов. Но извините, даже если это так, это не снимает с них ответственность. Назвался груздем, лезть в телегу. Некоторые из них, конечно, могут оправдывать свое молчание тем, что они в политику не лезут, как это любят делать, например, примары, заявляя, что они хозяйственники, а не политики. Но тут не в политике дело. Тут дело в наличии или отсутствии здравого смысла и совести. Нельзя делать вид, что ничего не произошло. В условиях, когда в 2 километрах от города взрывается боевой дрон. И у меня возникает вопрос: если российские солдаты, не дай бог, дошли бы сюда и начали насиловать жен этих самых хозяйственников, они бы тоже предпочли делать вид, что ничего не происходит? Или они считают, что русские солдаты не насилуют мирных жителей? Тогда спросите у жителей Бучи, Ирпеня и Изюма и других оккупированных городов Украины. Они вам все расскажут. А что же насчет башканов? Я имею в виду всех башканов, которые занимали эту должность с 95-го года. Да, от Евгении Гуцул мы многого не ждем. Не только потому, что она марионетка Шора, но и потому, что, скорее всего, не в состоянии понять, что происходит. Но что насчет бывших башканов? У них тоже ничего не шевелится ни в душе, ни в голове при виде того, что произошло прошлой ночью в Гагаузии и в Тараклийском районе. Хотя сегодня Ирина Влах выступила с заявлением, но почему-то ни словом не обмолвилась об атаке российских дронов. Зато обвинила Майю Санду в том, что она укрепляет обороноспособность нашей страны, и заявила, что укреплять обороноспособность не надо, потому что якобы Трамп договаривается с Путиным о завершении войны в Украине. Кажется, Ирина Влах пытается застолбить за собой звание королевы кринжа или городской сумасшедшей. Причем здесь Майя Санду? Может, Ирина Влах обратится к Путину и призовет его перестать обстреливать Украину и Молдову, раз уж он начал договариваться с Трампом? 3 других башкана вообще из Чодырлунгского района, но судьба Гагаузии и чодырлунгцев их, судя по всему, не интересует. Молчат. Молчание мы наблюдаем не только среди местных политиков Гагаузии. По этому поводу молчат и в партии социалистов, и в блоке «Альтернатива», который недавно создали Ион Кику, Александр Стояногло, Ион Чабан и Марк Ткачук. Тем более молчат в стане коммунистов и шоровцев. Там тоже делают вид, что ничего не произошло. Зато партию социалистов очень обеспокоило закрытие в Кишиневе Российского центра науки и культуры, или, проще говоря, Русского дома. И тут не совсем понятно, чему так возмущаются социалисты, чего они ожидали после того, как Россия фактически атаковала дронами Республику Молдова.
Русский дом недавно, например, закрыли в Азербайджане за то, что на территории России из средств ПВО обстреляли азербайджанский гражданский самолет, из-за чего погибли граждане Азербайджана. Это четко показывает, кто такие социалисты и пророссийские политики. Их не интересует безопасность граждан Республики Молдова. Их интересует продвижение интересов России. И я уверен, даже если бы, не дай бог, в результате вчерашней атаки погибли граждане Республики Молдова, в партии социалистов возмутились бы не этим, а ответной реакцией Кишинева. Поведение, соответствующее интересам страны, в отличие от пророссийских политиков, а по сути агентов Кремля в Республике Молдова, продемонстрировали власти нашей страны. Майя Санду незамедлительно выступила с заявлением и призвала Россию оставить в покое народа Украины и Молдовы. Игорь Гросу начал сегодняшнее заседание парламента с демонстрации кадров обстрела территории Украины и осуждения взрывов дронов в Молдове. В МИД Молдовы или в Министерстве иностранных дел Молдовы вызвали российского дипломата Озерова и показали ему то, что натворила российская армия в Республике Молдова этой ночью. Давайте посмотрим. До этого Озеров заявлял, что ему нужны доказательства, что это российские дроны. Министерство иностранных дел предоставило ему эти доказательства. Судя по его реакции, эти доказательства были убедительными. То, как повели себя лидеры Республики Молдова, вызывает уважение. Аналогичным образом должны были поступить первые лица гагаузской автономии, потому что атака Российской Федерации была осуществлена на юг Республики Молдова, где находится гагаузская автономия. Один из дронов, напомним, взорвался возле Чедерлунги. Но гагаузские лидеры набрали в рот воды или чего-то там другого и боятся называть вещи своими именами. Эта ситуация, с моей точки зрения, требует очень серьезных общественных дискуссий и возмущения со стороны жителей гагаузской автономии. Возмущение тем, что гагаузские политические лидеры, бывшие и настоящие, никак не реагируют на произошедшее или реагируют неадекватно, как, например, Ирина Влах. Мы не видим протестов перед исполнительным комитетом с требованием к Евгении Гуцул еще раз поехать в Сочи и договориться с Путиным, чтобы он перестал бомбить Гагаузию. Мы не видим протестов перед посольством Российской Федерации, но зато мы видим проплаченные протесты с участием жителей Гагаузии перед зданием суда в Кишиневе в защиту Евгении Гуцул, члена ОПГ «Шора». Жители Гагаузии готовы за деньги протестовать в защиту членов организованной преступной группы, но не готовы отстаивать свое право на безопасность и требовать от политиков соответствующих действий для обеспечения этого права. Я понимаю, что гагаузскому сообществу, которое в подавляющем большинстве пророссийское и, к сожалению, демонстрирует сектантскую преданность Путину, тяжело признать, что Россия бомбит Гагаузию дронами. Люди в Гагаузии настолько не хотят признавать тот факт, что Россия их бомбит, что в одном чедерлунском чате стали возмущаться не взрывами российских дронов рядом с их домами, а тем, что Нокта получила кадры этих взрывов и опубликовала у себя в телеграм-канале. Но это реальность, которую гагаузскому сообществу придется признать и осознать. Реальность в том, что русский мир ничего хорошего не несет, а только хаос, разруху и смерть. Многим тяжело это признать, но такова реальность. И чем быстрее мы все это осознаем, тем лучше для нас всех. Прозрение нам, друзья.